Добрый день, дорогие друзья! Мы снова встречаемся с вами на канале Анзор Гид по Грозному. Продолжаем нашу беседу с Далаевым Хамидом Мухадиновичем о его биографии, о судьбе. Сегодня мы снимаем завершающую третью часть биографического повествования. Ваша дядя Хала. Да, видел. В прошлой части нашего интервью мы говорили о последнем месте работы в 1992 году. Это в Госагропромстрое ЧССР. Карьера в 1992 году в сельскохозяйственной отрасли была завершена. А что было дальше? Да, дело в том, что этот период был для всего советского общества, для всех людей тяжелым. Почему? Потому что мы, как знаем и как мы говорили об этом, это был сам переход из социалистического строя, мы говорим, в демократический строй, то есть уже с 1991 года, 30 декабря, Советский Союз уже не существовал, и переход на эту демократическую линию, разумеется, дался всему народу тяжело. Также и мне. И какая была особенность того периода? Все отрасли, которые были уже наработаны и работали в сфере, мы говорим, общественного достояния, они разрушились, вся структура была разрушена. И это касалось и тяжело отразилось на сельскохозяйственной отрасли. И, естественно, как одна из составляющих государственных устройств, Госагропром, то есть государственный агропромышленный комплекс СССР, который относился к нашей отрасли Чечено-Ингушской республики, тоже был разрушен, и тем самым связь с сельскохозяйственностью и связь с этим производством была завершена из-за того, что на полях тяника уже не работало, совхозы, колхозы уже перестали существовать, и возник уже вопрос мне как частному лицу, как самому человеку, имеющему семью, и была необходимость существования, возник вопрос, что делать дальше. Дело в том, что, как я раньше упомянул об этом, отец мой был педагогом, это в 30-40-е годы. Он был учителем математики, затем перед выселением в 1944 году он был директором школы, это мы говорим Лахварендай и Лахварендай, то есть два соседних села. Там он директорствовал. И вот это все навыки и вот эти все наработки, по-моему, и само воспитание в нашей семье, по-моему, и на мне тоже отразилось. И я воспользовался своими возможностями и своими знаниями, использовать их уже на образовательном поприще. В моем понимании это переход для меня был естественный из одной отрасли, из одной сферы производства на другую. Почему? Потому что это все равно, что тяжело, но необходимо, и здесь нужны большие знания, и нужно иметь горячее сердце для того, чтобы взращивать растения. И такая же огромная, кропотливая, но необходимая работа, она уже присутствует и в воспитании и детей. Так что я не видел большой разницы в том, что я занимался в сельском хозяйстве, и заниматься детьми, их образованием, их воспитанием. Тем более, что у нас семья была многодетная, из 9 человек детей состояла.
для меня это тоже не представляло никакого труда. И, как говорится, мой дорогой племянник, в народе такое бытует выражение «дети– цветы жизни». И мне, и мне пришлось заниматься в своем творчестве уже воспитанием и разведением, мы говорим, цветы, а в переводе на самый профессиональный язык это воспитание и обучение детей. Так что я, по-моему, в этой сфере тоже не потерялся. Ваша, расскажи о том, как складывались события в твоей биографии до нулевых годов. Этот период, разумеется, лично для меня был тяжелый, и это, разумеется, отражалось и на всем народе, на населении. Почему? Потому что все было новое, течение и формат жизни поменялся, и надо было как-то перестраиваться в этом плане. И приходилось, разумеется, заниматься различной деятельностью. Вот я уже говорил об образовательной деятельности. Ну и кроме этого приходилось заниматься и домашним хозяйством, какими-то другими подсобными работами, которые могли бы способствовать развитию и кормлению семьи. На тот период у меня была, вернее, семья и 4 детей. И, естественно, все они были маленькие по возрасту. И нам с женой приходилось каким-то образом все это выравнивать, обеспечивать наше бытие. И затем мы говорим о 1994 годах, говорим о активизации этих процессов негативного характера в нашей республике. И эти события, естественно, я так полагаю, эти бурные события, и ты, наверное, ощутил. Но наш народ этот период, тяжелый период, трагический период пережил, разумеется, с большими потерями, но все-таки пережил, выстоял этот самый трагический удар. И тем самым мы пришли к тому, что каким-то образом вот эта все ситуация, политическая ситуация, или мы говорим самая общественная ситуация, она каким-то образом выровнялась, уже определилась со своим состоянием. Вот такие катаклизмы в жизни нашего народа, они существовали, они были. Скажи, пожалуйста, где вы оказались и как вам пришлось выживать 99-го, осени, 2000-е года? 1999 год, сентябрь месяц, началась, мы говорим, это вторая кампания. И в этот период мы находились по месту жительства в городе Грозном на Минутке. Там мы проживали с семьей. Потом где-то месяца через 2 эти боевые действия усилились, и нам пришлось, как большинству населения нашей республики, перебраться в Ингушетия, Ингушская республика. Туда мы переехали со своей семьей. И там мы поселились в Верхних Очелуках. Это есть такой населенный пункт в Ингушетии. Это в сторону Малгобека. Там мы прожили полгода. Потом переехали в Карабулак, город Карабулак. И там было понятно, что уже эта процедура, эти процессы будут длительными. И эти общественные организации начали формировать каждой своей отрасли какие-то занятия и начали заниматься
обучением детей, то есть приобщать их к образованию, чтобы процессы образования не прерывались. Здесь меня тоже пригласили на работу, это тоже учитель химии, биологии. Это был палаточный городок, это станица Орджоникидзевская, это станица Слепцовка ее еще называют. Там был расположен лагерь беженцев, и школа там была, называлась «Омега». В этой школе я проработал с 2000-х годов, проработал уже до 2007 года, до окончания этого учебного процесса. И там нам пришлось коллективу, педагогическому коллективу во главе с руководителем нашей школы, это Нальгиева была, заниматься большим трудом, и очень важным трудом. И оставить вот этот воспитательный процесс или процесс обучения и оставить детей как таковых без присмотра, без образования, это тоже было самое неправильно, и прерогатива общественной организации, возможно, этому и способствовала. И организация этой школы «Омега» тоже обеспечила рабочими местами беженцев педагогического состава из Чеченской Республики. И дети были приобщены к учебному процессу. Они не прерывали этого учебного процесса. Мы, начиная уже с 2000 года, занялись формированием всего этого улучшения этой работы. Родители тоже нам помогали, этого палаточного городка, помогали по своим возможностям. Паша, и по какой год ты работал в данной школе «Омега»? И вообще вы жили в Ингушетии? В этой школе я проработал до 2007 года, завершил там это учебный процесс, год завершили, состоялся выпуск, и была необходимость уже переехать в Грозный на свое постоянное место жительства, так как уже и новосформированное правительство и обустраивало это и рабочие места, и быт населения. И в 2007 году вместе с семьей мы переехали в город Грозный. И сразу по возвращению в город Грозный я устроился в гимназию номер 12, где я проработал 10 лет, с 2007 по 2017 год. Ваша, расскажи, пожалуйста, о каком-либо событии, которое тебе запомнилось, связанное с этой гимназией. Где-то в 2013 году фонд имени Ахмад Хаджи Кадырова направил детей нашей гимназии в оздоровительный лагерь, это в Анталию, это в Турцию. И для нас, педагогического коллектива, и для детей это было большим запоминающим событием, потому что это уже был летний отдых, полноценный летний отдых, оздоровительный отдых. И это для нас была самая дальняя поездка в моей жизни впервые. И это знаменательное, и до сих пор я с благодарностью вспоминаю это самое время. Ваша, эта поездка была сопряжена с каким-либо смешным случаем? Да, вот случаев много, но особенно запомнилось мне, один момент запомнился. Со школьником
уже родители туда, когда мы были в Анталии, со школьником, со своим братом, родители направили еще 6-летнего ребенка. И что там происходило? Он после отбоя в любое время, в час ночи, 2 часа ночи, приходил, стучался, и сонный, заспанный, приходил и говорил: «Хамид Мухаммедович, самоцвелла». И приходилось его подкармливать. Так что весь этот месяц, который мы там провели, он ежесуточно ко мне уже наваливался. И каждый раз я уже знал, что он придет. И в холодильнике я что-то держал для него. Это тоже было очень запоминающее. Да. Я так полагаю, что ребенок за целый день набегается, напрягается. Да. Это было, да. Так что случаев много, но вот это особенный забавный случай запомнился мне. Какие-либо экстремальные случаи были в этой поездке? Да, как мы знаем, с детьми тяжеловато, и постоянно должен быть контроль. И, разумеется, для них никаких таких запрещенных правил не существует. Был один момент, я с группой вышел к морю, чтобы дети немножко побывали в воде и позагорали. Где-то метров 2-3 я нахожусь уже от берега и наблюдаю за детьми, кто где находится и так далее. И вдруг я наблюдаю и вижу, одна девочка, вдруг, то она была на поверхности воды, и вдруг раз исчезла. И сразу же я бросился в это место ее нахождения, и пришлось мне нырнуть и оттуда ее вытаскивать. Оказывается, она захлебнулась этой волной, которая постоянно нагоняли, вот эти легкие волны были, но девочка, наверное, не рассчитала своих возможностей. Ей было где-то лет 13, вот этой девочке. Я нырнул, вытащил ее на поверхность. Она, слава богу, вздохнула. И я кричу на нее, как-то момент этот надо все пережить. Кричу, говорю: «Плыви к берегу», и сам подталкиваю ее. Она волей Всевышнего начала барахтаться, я ее подталкиваю. И таким образом мы вышли на берег. Хорошо, что там недалеко было, где-то метров 5-6 она была от берега, а я тоже находился в воде, но наблюдал за ними. И с помощью Всевышнего все-таки была спасена одна детская душа. И, разумеется, это тоже было для нас предупреждением, что надо максимально быть внимательным и контролировать детей. Такие события бывали. Скажи, пожалуйста, какими наградами ты обладаешь и поощрениями в том числе в обоих компетенциях, и в агрономии, и в педагогической деятельности? Когда я работал в сельском хозяйстве, там я понимаю, что это тяжелый труд, огромная работа, и я относился ответственно ко всей работе, ко всякой работе, и получал результаты хорошие. И поэтому каждый год я получал и почетные грамоты, и почетные знаки отличия. И, разумеется, вот это состояние тоже это знак благодарности того, что вложенный труд давал какие-то плоды хорошие. Но надо заметить, что в то время не очень-то власть разбрасывалась поощрениями, наградами. Это да.
Просто я о чем говорю? О том, что любой человек труда, он заметен, и любой самый труд, он, во-первых, облагораживает, во-вторых, он почетен, в-третьих, признают этот твой труд, вложенный в производство. Поэтому тут уже не скажешь больших наградах или о малых наградах. Главное, что твой труд отмечен, и это было естественно. И далее в образовательной сфере я участвовал в 2011 году в конкурсе «Учитель года» Чеченской Республики. Там я стал лауреатом этого конкурса. И далее получил звание ветеран труда. Это тоже признание заслуг и работы гражданина. Это тоже было приятно. По мудрости Всевышнего ваша жизнь так устроена, что уходят наши родные и близкие. Расскажи о тех утратах, которые ты понес, в каких годах это произошло, кто из близких ушел. Да, ты в этом прав, разумеется. В 2006 году умер мой брат, который старше меня был на 1,5 года, это Саламу. Он в то время работал в правительстве. Для меня была большая утрата. Первый человек в нашей семье. И он был для меня и другом, и братом. Он для меня был авторитетом. Разница вроде бы и 1,5 года, но все-таки он был такой мыслитель, был философских взглядов, был начитан. Он был по жизни храбрым и дерзким человеком. И свою идею он мог отстаивать. Когда я заходил к нему в комнату, будучи уже постельным больным, то в его глазах чувствовалось такое мужество, стойкость, и он не поддавался паническим суждениям, соображениям, и я восхищался его стойкостью. Затем, это в 2012 году, умер отец. Отец прожил 98,5 лет в ясном сознании, и до последних дней своей жизни отец читал Коран, свободно читал Коран, привезенный Саламу из Москвы. И смерть отца – это уже было для нас большой утратой. Это был очередной удар по состоянию нашей семьи. Ровно через год умерла наша мать. И для нее, я так полагаю, смерть отца, ее мужа, с которым они прожили более 60 лет, это для нее, я так полагаю, было опустошительно. И это не выдержал, наверное, этого удара. Она, как я уже говорил, умерла через год. В 2015 году, в ноябре месяце, умер наш старший брат Рамзан, всеми нами любимый брат, и который заботился о нас. Это тоже было сильным ударом. Гоша, а как ты пережил смерть сестры Лейлы в 2019? Смерть сестры – это было для меня большой болью. И это я говорю о том, что здесь потерял такое ощущение, что я потерял
это мать родную, потому что она была в семье старшей сестрой, и все заботы по хозяйству ложились на нее, и она была младше меня где-то на 1,5–2 года, но мы были как друзья. И постоянно с ней мы делились своими радостями, детскими горестями, и поэтому она для меня была близка в том понимании, что мы были на одной волне. Она была жизнерадостная, была активная, была рассудительная. И для меня это было такое ощущение, что я потерял родную мать. Вот такое вот тяжелое было состояние. Я не знаю, как я это пережил, но все-таки волей Всевышнего до этого времени дожил. Сегодня, 23 июня 2024 года, когда мы завершаем наше портретное интервью, расскажи о своих ощущениях, о своих переживаниях, мыслях на данный момент. Я благодарен Всевышнему за все, что Он мне дал. Благодарен тому, что я прожил достойную жизнь и проработал во всех сферах, проработал честно, добросовестно, чисто перед Аллахом и перед людьми. И это придает мне большие силы для продолжения своей деятельности, для продолжения своей жизни. Поэтому на этом основании я могу сказать всем салам маршал и своим друзьям, и своим родным, и родственникам, и всем, кто слушает нашу эту передачу. И для моих друзей, которые будут нас слушать или смотреть, большой привет моим землякам, моим товарищам детства. И мы прожили хорошую, счастливую жизнь в этой интернациональной среде. И тебе, дорогой племянник, спасибо за то, что ты выделил это время, оставив все свои заботы, свою работу, уделил мне такую возможность. И то, что мы с тобой здесь провели время в эфире, это для меня дает хорошую опору, это является подспорьем для дальнейшей жизни. Спасибо всем, кто нас слушал. Гоша, тебе большое спасибо. Мы с Анзором очень признательны тебе. Вот. Уверен, что и зрители тоже с большой благодарностью отнеслись ко всей нашей команде, к тебе лично. Счастливой жизни, радостной жизни. Всех благ. Всего, Гоша. Всех благ.